Сука. Так. О, привет, Флимби. Здравствуй. Так. Наконец-таки выкатил видео по The Day Before. Правда, конечно. Ну, пускай так. Я тогда немного убер-кваса выпил, когда записывал это видео. Я несколько видео записал, и тут мне показалось самое удачное было. Как будто бы. Блин, самое забавное то, что все те идеи, которые я говорил, ну, почти все идеи. Насчет холода, конечно, ничего не было. И насчет лагерей никто не говорил. Но насчет того, что почему они локацию сделали сраным Нью-Йорком, большим городом, типа вообще загадка. Всех это дерьмо удивляет. Ёб твою мать. Да, этот обзор он такой. Колян Тазович, здорово. Привет, привет, привет. Рад видеть. Здравствуй, добро пожаловать на стрим.
Стараюсь подражать Division, но ну, это просто с чистой воды идиотизм. Зачем подражать такой игре? Как жизнь, как сам. Да хорошо, все нормально. Спасибо, что спросил. Ты как? Смешно, что же Division играли, когда он вышел, что в игре было не то, что обещали. Не, ну вообще им на самом деле, правда, удалось подражать Division тогда, получается. Они это сделали очень хорошо. Получается 1 в 1. То есть их мастерству подражания можно только, как бы это, ну, позавидовать, так сказать. Отлично. Так, что я сегодня делал? Ну, сегодня я в основном занимался именно вот тем, что вот видео выкатывал. Ну и потом еще ко мне вот родители из деревни приехали. Наконец-то дети увидели бабушку с дедушкой. И вот сейчас у меня отец ночует, деда. Поэтому, скорее всего, сегодня стрим будет короткий. Долго засиживаться допоздна не буду. А то мало ли буду мешать им. Ну, я, конечно, не трэш-стример, не ору и там прочее, но тем не менее. Мои голоса, наверное, слышно. Мой голос, точнее. Надо почаще как-то нормально, ну, вразумительно разговаривать, а то я совсем уж плохо. Не, ну реально, прям что-то говорю иногда, как чел, у которого, ну... Не, ну не то, чтобы я был отличником по русскому языку. Очевидно, да? Но тем не менее. Надо бы дикцию подтягивать. Дикцию. А? Убить дядя. Это котенка. Ким-то купать вида. Ужас какой. Ну, а я там ништячок не взял. Сейчас подойду. Сейчас прочитаю. Так, Ubisoft тогда году примерно в 2012-2014 мы дали сделать ролики и трейлеры обманные тоже были. Не только с Division, но и Rainbow Six Siege и Watch Dogs. На YouTube потом было много разборов, сравнений с трейлерами, потом уже к выходу Watch Dogs 2 в 2016 они перестали так делать. Да уж. Им понадобилось целых, сколько? 4 года, чтобы понять это. Ёб твою мать. Это что за... Что за лев этот тигр, как говорится? Ничего себе. Так, ну к этому дерьму надо подготовиться серьезно. Погнали.
Ах ты черт. А, понял тебя. Да подохни ты уже. Амулет маринетки убийц. Окей. Этот лев-тигр умер. Вообще вот странно то, что в 2023 году, ну, вообще хоть какая-либо... Привет, Михаил Дараба. Что вообще хоть какая-либо компания, ну, игровая, да? Ну, занимается тем, что выпускает, ну, фейковые ролики с фейковыми этими, ну, геймплейными, типа, моментами из игры. Не, ну казалось бы, давно всем очевидно, что ну так делать не стоит, это только портит имидж. Ну, во-первых, да, очевидно. Ну и во-вторых, ничего хорошего в дальнейшем не принесет, если вы, ну, не сделаете обещанного. Это ж капец как очевидно. Очень странно, что вообще The Day Before пошли по этому пути. Точнее, фантастики. Это было, ну, очень тупо. Это как, например, ну... RTX 3050 цена в Якутске какая? Без понятия, я вообще не слежу за всем этим. Не, они одни так все еще делают. Не одни, не... Одни так все еще делают, просто тут хайп развили сильные. И на них все наехали. Ну это да. Как говорится, недавно пересматривал этого брата. И там этот круглый говорил: любишь медок, люби холодок, как говорится. Да уж, интересно. Сейчас я уверен, что в дальнейшем будут игры выходить не так много, как в этом году. У меня видеокарта какая? У меня 3080 RTX. На нее цена была, когда мне его дарили на Новый год. Примерно 3 года назад это происходило. Или 2, точно не помню. 3 года назад. Где-то около 90 с чем-то тысяч, что ли, она стоила. Сейчас не знаю даже. А, бля! Он разговаривает. Да блин, я не хотел, сорян. А ничего, что я его просто ударил? Ничего страшного же, да? Я же его не убил. Ясно. Черт, ну я пытался его спасти. Черт побери, я хотел ему сохранить жизнь. Но, увы. Была игра Atlas от разрабов Ark Survival. И там тоже совсем не было не то, что в трейлере. В итоге, но ничего не продолжили игру продавать. Как сказал бы Тиньков, это было смело.
пиздец как смело. Понимаю, что случился обвал, но зачем было обрывать связь? Выпусти нас, прошу. Это было не просто смело, это было пиздец как смело. Да откуда вы повлазили-то, маленькие ублюдки? Нихера себе. What the fuck? Нихера себе у них реген мощнецкий. Так, окей. Это было не просто так. Ради чего это вот произошло все. О, поварской нож, ничего себе. Тесак. Неплохо. Ага, понимаю. На самом деле, я вообще, реально удивлен тому, что многие разработчики до сих пор не избегают таких моментов. Именно моя борьба, предъенот. Я вчера жесткого так-то босса убил, между прочим. Что-то я потом включил Lies of P и там сражался против зеленого монстра какого-то здорового. Осилил его. Так. Это что за превью на стриме YouTube? Да так, просто вкинул. Подумал, пускай такое будет. Хотел уже другое что-то. То самое. А ты не боишься, что ты говорил про фантастик? В смысле? Чего бояться-то? Типа то, что они, блять, начнут мне угрожать или еще что? Я не понимаю. Ты о чем вообще? Я просто сказал, типа, то, что я думаю, и все. Я сказал то, что это было ебать как тупо и по-идиотски. Это так и есть, на самом деле. Че вообще, типа, правда бы страшиться? Если уж они начнут подтягивать меня по каким-то словам и так далее, блядь, пускай постараются подтянуть. Пускай пояснят, в чем, типа, я не прав. Типа в том, что они такие умные и создали один лагерь. В том, что они такие умные и сделали очень оригинальный, классный большой город New Fortune. Да перестань. Я ж не начал там говорить какие-то такие вещи из разряда вся компания, типа, точнее, существовала чисто для того, чтобы, отмывать деньги, там, типа, каких-то, типа, коррумпированных личностей, там, прочее. Это же всего лишь слухи, к примеру. Да, могут по темному уголку поймать. Ты о чем вообще? Пускай попробуют тогда уж, господи. Пускай прилетает с Сингапура ко мне тогда. Бред какой-то. Не, честно сказать, вот без всяких шуток и тому прочее, если не опустятся до таких моментов, господи, блядь, бог им судья, блядь, во-первых. Во-вторых, никто не отменял того, что, просто даже за какой-то такой, кривой пиздеж по типу угроз каких-то из-за просто, блядь, мнения в интернете. Серьезно, фантастиков тогда уж... они не существуют уже, а просто тогда уж
конкретно будет, ну, отсылочка к тому, что это бывший сотрудник из Фантастики и тому прочее. Братья Сайдутовы, ну, они такие. Они сейчас вот, в моем понимании, встали в один ряд вместе с такими пиздоболами, как Тодд Говард и, ну, прочие такие вот уёбки, короче. Ну, им реально не стоит больше создавать игры. Пускай занимаются там мобильными приложениями и прочей фигней такой. Ну, в чем они будут хороши, знаешь. А к играм пускай оно не притрагивается в натуре. Ну, зачем им это? Они же не любят это делать, очевидно. У них видно, что у них судьба к этому не ложится. Точнее, даже душа, вот это вот настроение у них не такое. Они даже игры-то не играли толком, как будто бы. Они реально максимум только Dota 2 и Counter-Strike играли. Проверяя твою реакцию. Это бред какой-то. Проверяя мою реакцию, да. Не, ну если так подумать, только неадекватные люди могут выпустить такую игру, как The Day Before, так что все что угодно от них можно ждать вообще. Так, что там? Я сегодня начал играть в Monster Hunter World. Поначалу хотел дропнуть, но спустя пару часов игра мне затянула. Блин, она у меня есть, кстати. Я хотел в него тоже там вкатиться нормально. Она у меня тормозила, кстати. Возможно, сейчас было бы неплохо в него поиграть, возможно. Ну, посмотрим. Ну, хер его знает. Она слишком японская, я бы сказал. В плохом смысле. Фантастику тогда нужно пару миллионов ловить. По углам все про них так говорят. Да. Заебутся ловить, так сказать. Поначалу меня давал пиздец здоровый динозавр. Я взял себе челлендж убить его, прокачал оружие, изучил механику более-менее и убил несколько монстров. Начал выслеживать своего обидчика, выследил. Весь вечер дрался и все равно получил пизду. Блин. Нормально. Готовился и все равно получил пизды. Да уж. Monster Hunter World у меня тоже есть. Нифига, у нас уже 3. Реально можем играть. И мы все в одном часовом поясе. Нормально. Они могут только игры Алавар создать. Ну да, типа там поиск предметов, вот. Это их профиль, реально, типа, там, не знаю, простенький платформер, там, с Крисом, с этим гей-пиратом, который будет бегать и собирать вудкоины и говорит: принеси мне герметик, принеси мне набор сантехника. Он это вот будет делать, короче. Ну, вообще огонь игра будет, я вам говорю. Тогда, да, ну, прям четко будет. И назовут эту игру The Day Before. Записки искателя, да. Ты проиграл, Евгений. Давай сюда, все что тебе. Да? Ты меня гопнуть решила, мразь? Не, нихуя это не права. Сейчас, подожди. Я тебе популярно объясню. Сука. Майтона. Не, ну я Майтону говнить не стал бы. Их тоже понять можно, действительно. Тут чисто фантастики, скорее всего, насрали. Хотя, ну, тут тоже, конечно, все вот это вот говорить также без какой-то подкрепленной там четкой инфы не стоит. Возможно, они все виноваты, но тем не менее, они как бы издателями выступили и поручились за игру, так сказать. Теперь их репутация тоже сильно пострадала из-за фантастиков. Поэтому, ну, я бы Майтон говнить не стал бы. Они вполне себе хорошие игры. Как бы это сказать? Блин. В сфере мобильных игр делают. То есть там в поисках предметов там они хороши. Вот типа вот симулятор этого типа ресторанного бизнеса, простенький, казуальный и так далее. Вот это вот все, да, типа окей. И они пытались делать моба игры мобильные и так далее, но не выгорело.
постепенно, понемногу, потихоньку начнут набираться опыта в создании игр и так далее. Вот сейчас вот у них был опыт в издательстве какой-то такой, ну, компании, студии, да, и, ну, конечно, получилось так себе. Теперь они будут вставить в условия контракта того или иного, типа, непосредственно присутствие или участие при создании того или иного проекта, именно как в плане контроля качества, а не в плане того, что, типа, вмешиваться именно в творческий процесс. Скорее всего, у них так дело пойдет. Ну, по крайней мере, должно прям. Насрали и ушли, да. Они в одной лодке. Ну, не сказал бы. Я много слышал о том, что фантастики вообще не подпускали к своему проекту ребята из Майтона. И разговоры у них шли вообще через хер пойми кого, так сказать. Ну, там все очень мутно было, типа. Поэтому так себе. Их обвинять в чем-то таком. Если бы я знал такие вещи так, то что, ну, это их была общая идея, типа наебать весь мир, на бабки прогреть. Но по факту хотя бы большинству игроков-то и деньги вернули. И мне кажется, в этом, ну, большую роль, скорее всего, в инициативе вернуть бабки, возможно, издательство отыграло. А сами вот эти вот фантастики, им поскорее нужно было сбагрить этот ебаный проект. Они типа просто, ну, устали его делать, скорее всего. И не видели вообще смысла его дальше делать. И не изначально были готовы дропать его нахуй. Это 100%. Ну не могут люди, типа, ну, настроенные, типа, заканчивать проект, выстроить подобный проект. Ну не могут, ну никак. И вообще не могут люди создавать такой проект в таком виде целых 5 лет. Это невозможно. Они изначально были готовы ее проебать. Prop Night играй. Да, я играл Prop Night хорошая. Поэтому и как-то была вера в то, что они с Day Before хорошо отыграют. Хорошо сделают его. Но нет, увы. Дико насрали. Во всем этом, конечно, надо разбираться. Причем очень дотошно. Типа, как у них там процесс разработки, ну, шел и так далее. Кто где проебался, все в таком духе. Но по факту, и все истины, которые мы видим, они просто жидко насрали, выпустив такую игру, и все. И оправдания к этому никакого нет. Ты в блогерстве сколько лет? Можно сказать, только начал. Я такие видео только сегодня выпустил. Это мое первое видео. В блогерстве. А так, я всегда только, ну, как бы, стримы, простые шорты, видео, нарезки. Такие видео только по праздникам, да. Не, вообще такие видео надо выпускать почаще, в том плане, что тут хотя бы люди будут понимать, о чем говорить и вообще так далее. Какая-то тема для разговоров появляется на стриме. Это хорошо же. Блин, это мразь жесткая так-то. Пришло время, по-моему, для того, чтобы вытащить эту хуйню.
Так, хорошо. Окей. Ух ты какое. Это скорее всего не праздник, а похорона фильма. Да, очевидно. Они же давно уже закрыли все уже. Спектакль окончен. Гаснет свет. И многоточий больше нет. Останови музыку. Это, я уверен, у них звучало в корпоративе, ну, последнем. Если у них он был. Хотя, наверное, и был. Остановитесь. Да. Вот падала, я подумал, она поклонилась мне, она смеется. И пизда. А знаете, как ей наступит это? Вот то, что я озвучил. Это наступит с помощью этого оружия. Да-да, не удивляйтесь. Самое начальное оружие, которое было в этой игре. Рапира. Оно довольно-таки хорошее оружие, именно как в дуэльном смысле. Чисто дуэльное оружие, 1 на 1. Кто доберман, кто? Ау! На, сука. Пизди стой еще больше. Еби ее, еби! Еби! Хорош! Давай, малыш! Блин, ты послужил хорошую службу, конечно. Ах ты, сука. Ловкая. Ау, 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 ау. А, щит. Я твой за ты трэш-толк сейчас подтяну. А, сука. Пред клином Гайдарова. Оу, щит. Блин, плохо, плохо, плохо. А знаете, что плохо? Потому что я не успеваю. Да, 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 проебал момент. Давай меситься уж прям. Тупо мордобой. Блять, какая! Ничего себе. Играть бокачи никогда не надоедает. Привет, Пинангай. С наступающим вас, ребята, кстати, всех. С наступающим, ребят. Офигеть, 16 декабря наступило. Уже скоро мега праздники. Что там в сервисе DNS тупят жестко? Нереально тупят. Блин, кстати, ребят, сейчас я вам покажу одну ебанутую... А, нет, не могу показать. Они, короче, в общем, знаете что?
Эти придурки тупые мне прислали документ с заявлением, типа написано от моего имени. Я думал, они хотят, чтобы я просто на нем подпись поставил и отправил им скан. Но эти долбоебы, знаете, что сделали? Они подделали мою подпись и поставили его за меня. Я там все расписал. Блять, вы че, заебали косячить нахуй? Вы что, хотите, чтобы я вас подтянул еще и за то, что вы подделаете подписи нахуй? Бля, ебать они тупые просто. Нет, безумно тупые люди в этом ДНСе работают. Я вообще удивлен тому, почему, как вообще филиалы ДНС до сих пор существуют. Привет, Гудзон. Я сейчас тут рассказываю, потому что... Да, вот ты услышал. Это пиздец. Они мне прислали письмо с тем, что, подделали мою подпись. А пойти к ним, что ли, нахуй? Я не знаю, это просто пиздец. Может, просто, блядь, куда-то там обратиться, в прокуратуру, еще куда, нахуй. Меня это уже заебало, если честно. Безумно можно подделывать подпись. Да. Ну и трог, короче, смотри, они мне письмо прислали из ДНС. С подделанной моей подписью. Просто, если вдуматься, сколько они, вот интересно, документов таким образом, подписывают. Вообще любых других людей. Просто, если вдуматься, это, немного стрёмно становится. А что подписали? Не, казалось бы, мелочь. Подписали мое заявление о возврате средств за то, что они собирали с ПК с 5 часов до 10 вечера. Я типа так и расписал там все. Потом еще вижу, я такой думаю, что за хуйня. Там написан заявитель, моя фамилия и отчество. И прямо там, где вот четочка заявителя, где нужно поставить подпись, стоит не моя подпись, а подделанная какая-то, типа просто что-то там Д, как-то там что-то завернули и там прочее. Я такой, ебаный в рот. Вы когда перестанете косячить, я уж, просто реально задаюсь вопросом. Не, просто нереальные идиоты. Их надо реально подтягивать, мне кажется, уже за всю эту хуйню. Просто уже, терпения никакого нету. Мало того, что, я еще себя вел очень хорошо по отношению к ним. Я там, не орал, нихуя там не температурил их. Просто терпеливо сидел, ждал, пока они, блядь, мурыжит мой ебаный комп. Целых, сука, блядь, 7 часов, нахуй, с 5 до 10 вечера. Я их, блядь, вот реально не температурил, как какая-нибудь бабка, типа, вы чё, суки, так долго, хуё моё и так далее. Просто им говорил, сука, собирайте уже, серьезно, типа, я с вами тут хоть весь вечер посижу, мне уже поебать. Я тут сижу с вами уже 3 часа, нахуй. И, блядь, да, мы весь вечер и просидели до конца. Я вот реально их, конечно, прям смеялся над ними, вот прям, в лицо, когда я узнал, что я еще за это 4000 заплатил. И то, что они вот, блин, HDMI кабели, просто туда-сюда, короче, переключали из одного этого, бля. Да как так? Из одного ПК в другое ПК. То есть они игнорировали монитор. Они думали, что HDMI кабель подключается от ПК к ПК, понимаете? И эти ребята сидят, в отделе сервиса, где, компы собирают, где технику проверяют. У них инструкции-то простые, типа подключил, провод питания к розетке, все работает, все хорошо и все. Чисто такие, типа, 30 IQ малыши сидят там, нахуй.
Киберпанк. In a city where everything is upside down, the strong rule, not the wise. Ну чё, сука, соси мои жопы. Маска хитрой разбойницы, охотничье обличие хитрой разбойницы. That's not so wrong. Только хотела есть до отвала. Блин, как и все кошечки. Она просто хотела кушаться. Она еще теплая. Да. Интересно, вот Отлично, подписка оформлена. Павел Константинович, большое спасибо за фоллоу, подписку, точнее, на ютубе. А что там прям видео набирает какие-то просмотры, да? Ну так потихоньку, да, что-то набирают потихоньку. Слова про Улан-Батор и травмы детства. Слова скорее, да? Да. Вообще забавно то, что вот эти две компании стали вместе работать. Ну, основатели Майтона и вот братья Готовцевы. И в двух компаниях тоже братья, как бы, да? Вот знаете, что я подумал? По-моему, компаниям не нужно, вот, чтобы у них основателями были братья. Это, по-моему, ведет всегда к какому-то краху. Надеюсь, с Майтоной это, конечно, не случится в дальнейшем, но, блин. То, что вот эти вот братья из Майтона, которые, ну, до существования Майтона сделали Волном Батура, а потом вот эти вот братья Готовцевы высрали в The Day Before, это, конечно, смешно. Совпадение? Возможно. Но совпадение какое? Кстати, оружие надо поменять. Вот это вот мое. Надо бы вообще, кстати, сделать видео с перечислением нормальных годных проектов 2023 года. Якутуми сказал, не надо так говорить, мы не умеем. Мы вообще не скамим. Просто почему-то популярны, ну, по крайней мере, в игровой индустрии чисто, потому что только они и есть. Вот эти вот. Блин, вообще. Необходимо, чтобы еще один какой-нибудь игровой... Короче, необходим еще один якутский разработчик, который мог бы восстановить репутацию. Это точно. Нужен герой, ребята. Он нужен нам как никогда. Герой трус. Да пускай так, но главное, чтобы игра хорошо, ну, хорошая была. Кстати, в скором времени должна выйти игра хоррор. Ёб твою мать.
Якутская тоже. Проект называется Сеттах Сир. Сеттах Сир. Она про... Короче, это якутский хоррор, в котором, по-моему... Он как сборник якутских страшных историй, что-то в этом роде. Но не знаю, как это точно будет реализовано. Возможно, там будет какой-то единый сюжет или разбитый как-то, ну, эпизодически и так далее. Но он выглядел вполне себе годно. Вполне себе как будто бы хороший проект. Ну, для хоррора, по крайней мере. Как хоррор он, да, выглядел вполне себе приятно. Сеттах Сир называется. Дана. А? Что? Что? Что там всякое скачиваешь? Угу, всё. Будем посмотреть, да. Возможно, все еще не все потеряно для игровой индустрии якутской. Так. Он, по-моему, в 24-м выходит. 3 единых ключа, окей. Вспомните металлического ангела, но лишь отправляемся в странствие по следу. Угу. Амулет нож. Рабочая одежда мастера. О, неплохо. А у меня еще и такой был. Ничего себе. Давайте я так похожу. Что-то я не заметил его присутствия. Неплохо. Привет, клоун. Здорово. Так. О, как сильно мой город изменился. Фонтан сломали. ВДВшники ходят вокруг. Совпадение? Думаете вы? Возможно, отвечу я. Он на тугун температура талаган туда-сюда. А? О. Это зал, который радук подахта. Темный будет. Зал темный будет. Ну то пускай мы тогда мехоспорту идем. А я тут или залга. Так.
Кого чего. Да, просто этот... Сегодня же принесли с ДНС холодильник, конвектор. Вот конвектор поставил отцу с братом. Включил его. Просто четко не разобрались, как работает. Что, ну, обогреватель, грубо говоря. Да. Вот это... Ай-яй-яй, ай-яй-яй, тихо-тихо. Ничего себе. У них новая прошивка какая-то, сука, стрёмная. Да в смысле ты мне урон нанес? Когда и как? Вообще не понял. О, тоже заказал. Уже три суки привезти не могут. Когда как раз поддержка поругаясь напомнил. Это Виктор. Да. Виктор Цой. Не иначе. Только он какой-то неживой. Как будто бы живой, но, сука, не живой. Ща я его этого ублюдка. Виктор Тентакли голову. На. Да, огонь очень хорошо на нем действует. Блин. Почему на нем атака со спины не работает, блин? Ну, наконец-то. Ублюдок говна. Фу, надеюсь, таких будет поменьше. Рукоятка спирального Мьёльнира. Мьёльнир. Ничего себе. Что это такое? Что за дерьмо ползет ко мне? И доползти никак не может. А, нихуя. Окей, ну такой. Нормально. Давай уже беги ко мне. Давай, аниме. Ты сможешь. Зря его подбадривал, блядь. Он смог. Он смог. Кстати, как думаете? Поверил в себя, да. Процессор 7700К. За сколько я смогу продать?
А, бля, кто там сзади? Да кто там сзади? И граната мне отдай. Ну так, чисто теоретически серьезно. Во сколько его можно продать? Я как бы еще не решил, продавать его или нет. Ну, мало ли. А вдруг реально будет собрать второй ПК, но послабее чуть-чуть. Чтобы он мог вытягивать чисто, ну, стримы и так далее. Детям. Ну, типа. Звездный осколок. Неотлучная помощь. Ну а чё, подрастают уже. Ну, типа, да. Скоро буду батю тестить. Теснить от компа. Ну, вообще, как бы теснили какое-то время, но потом... мобильные телефоны сделали свое дело. Скажем так. Им вообще, ну, как бы стало насрать на комп. Разве что иногда, типа, видят какую-нибудь интересную игру, типа, о, такие, с интересом наблюдают. Я купить ту якутскую игру за 400 рублей на диск. Да, еще и дисковод купить, да? С этого шедевра, честно. Страдать, да? Итак, дети, начались мои страдания. Капец, навоняли, напердели. Так, тут все залутано. А, нет, что-то пропустил. Слушайте, я прям ощущаю, что теплее стало. Конвектор ебашит прям как будто. Сейчас подойду-ка.
Фух. Так, привет, Metal Dwarf. А чё? Постукала по столу и ушла? Так. Привет, малой. Чё произошло? А, тут мелкие, что ли, пробегали? Не, еще тут. Да, здравствуй. С наступающим. Блин, у меня тут мелкие голожопые все бегают. И самый младший, которому 3 года, с бумажкой ходит, где записывает или рисует скорее. Что хочет заказать у бабушки с дедушкой. И очень много всего он заказал. Хотел пожелать приятной попоболи. Блин. Наверное, сутенер своим работницам-то тоже такое желают. Приятной попоболи, дорогая. И неси как можно больше денег. Папочка будет доволен. Ядричо. Да, не успел парень к назначенному часу. Магазин по продаже алкоголя закрылся. Ну, я тут страдал. Понял, все. Воу, братан. Ай, твою мать. Как же ты не прав. Сердечник легиона. Окей. Руку легиона может создать с помощью сердечника легиона с пользовательным станком в Винине в отеле. Так я уже создавал. Типа мне это объясняет так, будто я впервые. А еще я от блока старался играть. А кто прав, кто лев? Не, ну я тоже от блока играю, стараюсь парировать, все дела. Но не, не в фанатичном смысле.
То есть я прям нету, прям только парирование, типа, не, просто по ситуации действую. Я лев, а я тигр. Нет, я доберман. Гав. Да, действительно, львы только так и разговаривают. А, я нашел ее напарника, тот, который был, да. Он базарил, он говорил, что он солдат. Этот тигр, что за лев? Что за лев этот тигр? А, стоп. Я вообще не туда. Ну ладно. I know my way around. Так. Давайте прокачаем нашу рапиру. Мьёлнир, кстати. Возможно, годная тема, но не уверен. Давайте мы меч еще прокачаем. Но я плохо парирую, я даже от боев. Я даже от этой боевки от блока забросил секира. Но эту игру задрочило. Было непросто. Да. Блин, может как-нибудь катиться обратно в секира? Он реально прикольный. Я прям вспоминаю эти зрелищные парирования с искрами, все дела. Блин, секира все-таки красивая игра. Вообще реально не понимаю, что его люди говнят. Ну, фанат скорее чисто говнят, которые это фанатично фанатеют от именно изначальных работ Миядзаки. Под, ну, Dark Souls и там эти Demon Souls, вот это вот. А Секира, типа, они такие, не канон, что ты сделал, Миядзаки? Говорит, что тут окно идеального блока меньше, чем в Секира. Да, в Секира она большая. Там из-за этого она выглядит очень зрелищно и круто. Везде искры так и летят. Пью-пью-пью. Крутая игра. Блин, у меня кварца-то нету. Я что-то сломал. А еще я тут старался не врать, поэтому котик меня всю игру слал нахуй. Не, ну я сразу смекнул, что тут эта тема с ложью, оно совершенно противоположное от того, что ведается в оригинале, так сказать. Тут такая тема, то что только люди, только эмоциональные такие, так сказать, существа могут врать и иметь какое-то свое мнение. А марионетычи, они типа, ну, чисто как бы все время по-своему действуют. Точнее, именно по протоколу, так сказать. Ля, какой серьезный стал. Еще с этой рукой вообще. Жесть. Марионетыч. Но мне было интересно, что будет, если я буду типа прям машина-машина. И что, прям твердо, всегда четко, ну, говорила, как надо, да? Рука базука. Ладно, спойлеров не надо, но вообще, типа, ну... Вообще, типа... Отличие какое-то жестко серьезное есть? Ага, обалдеть. Ну, насколько я понимал ответ. Типа, иногда все-таки, типа, по незнанке ты врала, да? Пугерс. Но от чего-то все равно один раз нос вырос. Ну, такое. Давайте аниме меч.
Ла, вы гляньте на меня. У. Ну да, это вот тупее всего в подобных играх, когда ты... Whatever choice you make. Когда ты, если вот не знаешь какого-то определенного контекста в том или ином диалоге, то ты жестко проебываешься внезапно. Это очень такая тема, конечно. Ну, не знаю, типа отвлекся на чат или еще что. Recognize it anywhere. Я узнаю из сыщи, это сабля из страны утрат. Я нашел ее на пустых болотах. Странно. Помнишь, я говорил, что есть 7 оружейных экспертов? Одно из моих первых воспоминаний — разговор о родных о подобных саблях. Может быть, вор украл ее из галереи Всемирной выставки, хотя сейчас это лишь галерея призраков. Раз никто не заявил на нее право, полагаю, она твоя, только береги ее. Отчасти это оружие — мое наследие. Little bit of my heritage. I know my way around. I know my way. Так. Ну, значит, этот пес говна, типа, украл его, да? Ну, он, типа, вообще мега плох. Вот это, кстати, меч надо попробовать. Я вообще вот его так и не затестил. Наверное, годная тема вообще. Может быть, еще и перевод несколько некорректный. Ну да, есть такая тоже вероятность. Блин, у меня только одна выучка. Ай, ладно. Короче, пошли отсюда. Let's go. Попробую от этого мяча отыграть. А, совсем забыл про нее. Я же ради нее и сюда решил. Good to see you. Рад тебя видеть. Я уже начинал волноваться. Долго тебя не было. Ситуация здесь, кажется, все хуже. Солдаты вроде меня глуповато, так что я говорю прямо. Зато честно. С моим напарником все в порядке? Но тут как бы смысл наебывать монстром? Ты же не имеешь в виду всемирная выставка? Боже мой, я знал, что нам не стоило приезжать в этот город. Почему Аткинс настигла именно такая смерть? Все должно же было быть иначе. Закрытие города спланировало заранее. Все в Крате умрут жалкой смертью. Подобный конец я на такой не подписывался. Мне нужно найти выход ради Аткинсона. Вести мрачные, знаю, но я не позабыл о твоей награде. Электрический абразив. О, спасибо большое, ядрить. Какая щедрость. Так, брошенная квартира. Угу, окей. Так. Ну пошли. А, мистер Торгаш. Рад вас видеть. Сказка о 3 братьях из башни мастерской. Приятной тебе игры. Перейду в лурк режим. Хорошо, спасибо.
Так. Сказка о трех братьях из башни мастерской. Итак, в Крате стали жить три дружных брата. Техник, который делал марионеток, алхимик, который оживлял их, и гвардеец, который исправлял марионеток. Это типа Джепето, Симон и еще кто-то, что ли? Так, три брата построили мастерскую и начали изготавливать необычных марионеток. Марионетки были как живые, лучшие из них помогали людям Крата, много работали, танцевали и пели. Все были очень довольны за свое счастье, люди благодарили трех братьев. Три добрых брата жили долго и счастливо. Техник, скорее всего, в Вининии. А, не, погоди, наоборот. А разве? Нет, скорее всего, Джепето. Джепето, Симон и... Ну ладно, не знаю, кто еще может быть. Так, мистер торговец, вы, наверное, не предложите что-то умопомрачительное. Поэтому стоит сразу подготовиться. Обналичим все бабки. Я так понимаю, покупать ты ничего не будешь? Прости, я был совсем один, поэтому предложение мне немного хромает. Тяжело торгать, если убегаешь от монстров. Даже если ненормально стало нормой, живым нужно жить. Купи что-нибудь, поможешь нам обоим. Лопата. Не, ну у него прям такие нормальные товары. Изолирующий преобразователь высокой емкости лада. Лада. Так, ну давай все это куплю. Так, что еще? Ну... какой сбалансированный. Давай лопату куплю. Буду как этот лопаточный рыцарь Shovel Knight. Погоди, ты только начинал казаться, что все налаживается, да? На днях кто-то убил короля марионеток на улице Изабелла. Мне казалось, мы спасены, раз уж король стоял за безумие марионеток. Выходит, без марионеток стало расти количество монстров. Иногда свет в конце туннеля, вид на прибывающий поезд впереди. Вид на прибывающий поезд впереди. Прибывающий. Да уж. Ну такое. Беда. Да ладно, босс. Обалдеть. Все плохо. Блин, серьезно. Да, изменения прям, да. Здесь неподалеку от центрального вокзала Крата была транспортная база мастерской. Может быть, поэтому марионетки были так одержимы нападением на него во время безумия. Но сам я ничего не видел, не знал, что все так серьезно. Поэтому добавим землетрясение в наш список странных неестественных происшествий в Крате и пойдем дальше. Так, получается, марионетки боролись после того, как убили всех людей, они боролись с заражением. Поэтому они поджигали все трупы. А не просто потому, что, ну, им это было прикольно. Да. Получается, у них был какой-то смысл. Какая-то идея. Они придерживались какого-то плана. Любовное письмо. Моему любимому Гидеону. Мир умирает. Я слышу новости об эпидемии десятки раз на дню. Если вдобавок ко всему я не смогу увидеть тебя, то боюсь, что задохнусь и умру. Сегодня я буду ждать тебя в вывеске, как обычно. Не опаздывай, любовь моя. Печаль. Печалька. Так, я лучше вот это возьму.
с ним как-то спокойнее. Вот этот аниме меч, блин, он в этом месте только навредит мне. Он с ним так машет и так крутится, и так много двигается, что упасть можно легко. Ну да, чё. Ну да, чё. Так. Бабучка. Упс. Кто-то оказался недостаточно ловко. Да, твою мать. Ну, вот это вот мне не хватало. Привет, токарь. Я сначала подумал, у меня интернет упал. Так, подожди. Да нет, у меня 1080p есть. Не знаю, то у тебя проблемы какие-то. У меня выборка есть. У тебя интернет упал, получается. Получается, упал. Так. И потом встал на колени. Но не до конца встал. Выбор 720 максимум. Ну, у меня 1080p есть. Что мне теперь сделать-то с этим? Наверное, ничего. Ну да, ну. Так, сейчас посмотрю-ка. Может, в панели управления только так. На канале в самом, может быть. Дела обстоят иначе. Ха, странно. Да, 720p. Сорян. Получается так везде. Так, тогда это, скорее всего, чисто проблема твичевская. Я посмотрю на ютубе, может, тогда. Не, ну на ютубе нормально. Там 1080p, 60 fps, все есть. Да, это чисто Twitch что-то хуйней страдает. Вот твича какая-то срань творится. На ютубе нормально. Кстати, 10к битрейт стримлю. Так что, возможно, на ютубе будет нормально показывать. Говорят, если из-под земли появляется кристалл, жди скорой гибели. Вот и наступил конец. Мы умрем, мы все умрем. Окей. Особое амплуа ощущения.
Да, с Твичом что-то случилось. У меня вроде как ребята сидели, и вдруг резко все пропали. Но в начале стрима точно 1080p было. Чё творится? Блин, квартал мразей какой-то. И чё тут? Просто тупо пустое место. Без ничего. Кофе хаус. Ха, странно. Почему бы это? Хо-хо-хо-хо-хо. Блин, эта пушка вообще мощная. Обойма легиона. Так, аккуратно. Я очень близок к тому, чтобы мгновенно умереть. А, странно. О, нихуя. Так. В эту дверь не войти. Чему это место вообще-то? Зачем оно существует? Просто поубивать этих монстров и все. Ничего нормального даже не залутал. Ну, разве что только ампул сопротивлением атрибутам. И, ну ладно. Так, пойдемте дальше. О, здравствуйте. А, бля, ебаный ты стыд. Я забыл пролечиться просто. Прикиньте, что-то слишком расслабленно шел. Ну ладно. Быстро сейчас туда доберусь. Вот только, кстати, бы надо бы мне перед этим... Вот эти вот совершенно никчемные, ненужные штуки. Повышает урон, наносимый людям. Марионеткам. Вот это. И вот это. В принципе, выучку и подвижность тоже надо поставить, по идее. О, кстати, смотри-ка. Все, я теперь чувствую себя вообще офигенно. Скорость максимальная. Расход выносливости минимальная.
чистый кайф. Ладно, давай ты уж. Не убьешь меня, не? Тихо. Да тихо ты, говорю. Бля, ебать. Как же там мало места. Стоит, смотрит на меня. Не, ну такой сложный маршрут она не преодолеет. Кстати, я совсем забыл, у меня же есть пушка. Угу. Заводная ручка подвижности. Мне бы выучки. Была бы выучка, вообще было бы офигенно. О! Найс. Обрушившаяся башня мастерской. Ничего себе. Это алхимики, что ли? Ничего себе. Пулеметит еще. Ты. А, блин. Все, до свидания.
А, я уж подумал, они мне катализатор заряжают. А, бля. Да ёпта. Так. Оу. Блин, все забываю. Лицо у него, конечно, интересное. Блин. А этот продолжает стоять и смотреть в уголочек. О, в спину-то залетает вообще четко. Нормально, вот. Все. Пошла жара. Как они удобно стоят спиной ко мне. Так, подзаголовок. Хотите стать техником мастерской? Руководство для абитуриентов? Ни один город в мире сегодня не привлекает столько внимания, как Крат. Город марионеток. Когда его посетил великий видений, Крат был всего лишь рыбацкой деревушкой. Своим блестящим развитием за последние 30 лет он обязан производству марионеток, сделанных в мастерских Крата. Марионетки известны использованием новых технологий, что качественно отличает их от продукции конкурентов. А, погоди, скорее всего, Винини, Симон и Джепето. Вот 3 чувака. Да. Скорее всего, так.
Маринетки из мастерской во многом не уступают людям и выполняют задания своих хозяев. Своих хозяев с такой естественностью, что некоторые задаются вопросом, уж не наделены ли они душой. Многие конкуренты пытались воспроизвести уникальные механические сердца, но потерпели неудачу, доказав, что уровень мастерской недосягаем. Монополия на особую силу камня эрго и умение добиваться ее оптимального применения — вот секрет успеха мастерской Крата. Жебей, привет, что за игра, только зашел. Это Lies of P. Короче, Souls-like, типа как Dark Souls, похожий на Bloodborne, с сюжетом чутка, короче, смешали историю Пиноккио с восстанием машин, с заражением всего города, с эпидемией, с зомби-апокалипсисом. Ну и как-то это все вот так вот превратили, сделали в прикольную игру. Хорошая игра, очень прикольная. В плане качества она очень хорошо сделана. Качество имеется в виду по оптимизации. Багов вообще ни одного не встретил. Ну и, соответственно, сама по себе вот игра прям геймплейная, сюжетно вполне себе хорошая. Годная. Так что, если что, рекомендую прохождение. Ну, если тебе нравится Dark Souls и прочие игры. Так, однако при создании мастерской не все шло как по маслу. Ее история начинается с одного легендарного мастера, его записи стали лучшими учебниками для его последователей. Каждый техник знает имя легендарного мастера Джепетто. На следующей странице мы расскажем вам о его достижениях. Баги, особенно в свете последних релизов, это точно. Надо бы сделать какое-нибудь видео, в котором идет просто перечисление качественных релизов этого года. Ну, то есть их реально мало. Надо прям реально поискать действительно хороших игр. Ну вот, Lies of P я бы прям, поставил, скорее всего, по качеству на первом месте. Там еще какие-нибудь игры, багов было до хера в Atomic Heart, в принципе, тоже хватало местами. Но тоже вполне себе играбельная. Там еще что-то было. Alan Wake, в принципе, тоже нормальный был, по-моему. Но он скучный просто сам по себе. Короче, так. Надо реально разбираться. Игр в этом году вышло очень много. Ля какой. Это ничего себе. О. Погоди, это где? Стоп, я не понял, это где? Да. Ничего себе. Блин, по идее можно было бы похилиться, восстановиться и потом уже идти сюда. Ладно, попробуем. Рискнем. Пойдем дальше. Неоправданный риск совершенно, конечно. Ну да ладно. Так веселее. Твою мать. По-моему, это будет трудно. Так. Электрический урон. Стоит, да? Все. Так. Наверное, стоит мне тут сейчас... кислотное, потом тут все хорошо. Ладно. Let's go.
Вот, тихо, 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 тихо. Чего? Так, подожди. А, твою мать, да как так-то? Ладно. Но я ей плохо поснес. Она простая. Это я еще даже типа не парировал. Зараза. Но в принципе с ней хорошо пойдет. Знаете что? Вот это пойдет. Нихуя. Вот это комбо. Что-то вообще не ожидал. Ничего себе. Ну и серия ударов. Так много и так быстро. Просто что-то я в первый раз ворвался в нее прям очень хорошо. Не ожидал такого. Блин, тихо, пожалуйста. Да, блять, ну полечись, пожалуйста. Я же нажимаю. Игра, ну ёб твою мать. О боже. Я столько раз нажимал на R вроде как. Или я промахивался. Я даже не уверен уже. Или она меня все время сбивала тем, что ударяла, я не понимаю. Она очень шустрая. Тут как будто бы она, ну, мне не даст вообще нормально залечиться и использовать другие навыки. Мразь сильно потная. Очень потная. Но ее, я уверен, можно прям, ну, затанчить мощно-мощно. Кстати, она же человек. Вот эту тему с марионетками вообще уберем, давайте. Вот это поставим. Бля. А, бля, тихо, 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 тихо. Нифига себе много ударов. Да ну. Ну да, короче, тут по-другому нельзя. Короче, про руку легиона можно забыть сразу же. После первых 2 выстрелов. В последующем, возможно, только во время ворота смогу стрелять. Ну, не более.
Кстати, рука легиона. Во время уклонения стрельба, понял. Ну чё, давайте нормально, конкретно подготовимся к ней. Встаю-то я такой. Раз. Потом. 2, 3. Бля. Понимаю. Да ты собака говна вонючего, ёб твою мать, она больная. Просто невменяемая. Кстати, мои души потихоньку сокращаются в количестве. Я только заметил. Оказывается, если часто умирать, то количество душ уменьшается, которые остались на арене. Блин, пожалуйста. Угу. Блядь. Все, пакеток говнюк. Фу. Нормально в таком она положении умерла. Блин, мозговитая была на самом деле. Сильная, умная женщина. Правда, чего она психовала, мы так никогда не узнаем. Виктора так и не удалось завершить. Пусть хоть она получит пояснение совершенно эликсир.
Воу. Блин. На отель напали. Да ладно. Все в опасности, отправились в отель и поторопись. Твою-то мать. Коммуникация через Эрго? Какой занятный фокус. Впечатляющая марионетка Джепетто. Но в новом мире истинная твоя ложь тебе не поможет. Все же тебе стоит изучить. В чем дело? Ну же, приятель, время терять нельзя. Бля, жесть, напали на отель. Охереть можно. Так. Выучка, выучка, выучка. Да, я выучку прокачаю. Погнали. Старгейзер не работает. Не уверен, почему. Это провал, приятель. Провал, приятель. Побежали обратно в отель. Знаешь, пешком сойдет. Идем пешком. А, я могу прокачать уровень теперь отсюда. О, это плохой знак. Возможно, нашу Мальвину убили. О, это очень плохой знак. Поход Софии это того. Умерла. Так, да, я помню, что посюда, по-моему, мы шли. Но я чекну эти места. Все надо проверить. О, нет, 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 нет. Эй, там, ясно, перед отелем нечто ужасное. Может быть, это даже хуже, чем то, что мы видели в соборе. Ладно, потягивай свои пружины и идем. В смысле? Она тут? Прямо тут? Я даже не вижу. А. Погоди, ну да. Путь к отелю прямо посюда идет. Не, тогда давайте проверим вот это вот место. Я, конечно, понимаю, что ситуация патовая, надо идти к отелю, но... У меня свой путь. Да, звонок чуть пропустил. В крате день опять счастливый. Где же был ты, друг мой милый? Загадка непростая, так думает король. Смотри на вещи шире, ведь ты не полный ноль. Наблюдение. Главное наблюдение. Просто прислушайся, мальчик. Должно быть легко, такое ты видел не раз. Неверный ответ твой не порадует глаз. Всяко гора с корней пустит цветок голубой, но для плодов нужно ему тело тепло. Эрго? Верно. Думаю, теперь ты понимаешь все очарование загадок, да? Очарование. Что показалось, что тебе угрожает? Ну, иногда полезно довериться своим чувствам. Метафора, инструмент для сокрытия ужасающих истин — это уникальное детище человечества. А теперь еще вопрос. Не загадка, не стихотворение, лишь вопрос к тебе. Эрго бьется не из воздуха. Так откуда у марионеток все это, Эрго? От мертвых людей? Смеши остальных всегда уходя, так говорит король. Возьмешь этот ключ, когда я скажу, марш отсюда давай. До новых встреч, запомни непременно. Я в клубе главный, участники, верно. Господи, как я не люблю тех, кто говорят стихами. Ну, типа, блин. Ну, мне не нравится, когда мне это приходится читать стихами, типа, ну, такое. Я просто в этом не очень хорош. Лунный камень полумесяца. Окей. Ага, так.
Блядь, чуть не убил. Я уж думал, он типа когда... Блин, капец. Урод с подвохом оказался, с подвохом. Нормально так мне насыпали камней полумесяц. Мне бы полную луну. Так. На всякий случай. Угу. Ладно. Этот на всякий случай оказался напрасным совершенно. Побежали, побежали, побежали. Блин. Отель вот он, вот прям рукой подать. О, это что? Командующий парадом стал зараженным? Твою-то мать. Зараженный командующий парадом. Бля, прикинь. Твою мать. Бля. Бля. Да ну на. Так, хорошо. Прям как будто бы сил не хватает. Ну, имеется в виду, ошеломляющего эффекта вообще не вношу. Так, тогда мне сейчас поможет рука легиона. Сильно. Надо вот тут что-нибудь такое, что наносит постоянный урон. Не надо, ну, прям ошеломление ему сделать, сильное ошеломление. Как вариант, как бы норм тема, но замахи и удары медленные, но урон хороший будет, по идее. Шанс крита, причем высокий у него. Так. Ну или вот это, в принципе, взять. Но я им так мало пользовался. Шторм удара по вращению. А, я вспомнил. Да-да-да, я вспомнил, как это работает. Ладно. Короче, пока не будем сильно экспериментировать. Берем то, что работает просто. Мое самое первое оружие, оно очень хорошее. Супер эффективная срань. Блин, что-то я вообще по таймингам не попадаю. Мать твою, мать твою, мать твою.
О, what the fuck? Тихо, тихо. Вот, блядь, захват, да ну нахер. Да ты гонишь. Тихо, тихо. Приходится импровизировать. Да я дурак, ну-ка ёбаный в рот. А у него, небось, еще и вторая фаза есть. Бля, отъебитесь, суки. Бля. Это было очень нехорошо. Да, блин. Увы. Ну, блюдо, конечно, такой. Мощно срет, мощно. По-другому не скажешь. Мастер. Насрать в душу. Ну, ща мы с ним нормально. Ясно. Пиздюк ёбаный.
А, твою мать. Сука, как это было тупо нелепо. Hep. Там нет ем тоқта. Hoca idatim lekin to'xta. Что-то я увлекся игрой, совсем забыл. Блин, боеприпасы. Так. Тихо. Пиздец. Это был Папл Батада. Это бар. Асладилки. Анапра. Врубай что-то. Ща, подожди. Надо пойти спать, закончить. Батя негодует. Прям вспомнил. Те годы молодые, когда батя на меня ругался все время, тоже когда я допоздна засиживался. Или тумблер что-то старый просто. Ну да. Как ты догадался? Оп, тихо. А, сука. Что-то совсем жестко. В комментариях на ютубе там появился даже человек, который говорит: блин, помню этот лютый трэш с Волном Баттером. Да. Можно прям открывать клуб анонимных игроков, которые пострадали от этой игры. Которые получили психологическую травму. Да как так? А.
Твою-то мать. Ничего себе. Все. Отлично. Лунный камень полнолуния получил даже. Балдеж. И что же дальше? Вернемся к Аталии и к нашим друзьям. Посмотрим. Кто друг, а кто враг. Вроде спокойно зашли. Опа. Лицемер написано. То есть восстали оружейник, Антония и все, что ли? Что за хуйня? Что случилось? Ты жив? Я беспокоилась, что от тебя совсем не было вестей. Гвардейцы похитили Джепета. Гвардейцы. Ясно. Да, братство Черного Кролика. Лиса, кот и братство Черного Кролика. Но если честно, я чувствую, что это дело рук Саймона. Сначала отправляйся его на второй этаж и убедись, что все целы. Я постараюсь выяснить, никуда не сбежали. Понял. Антони может найти тайный ход. Попробуй спросить ее. Ага, понял. Ну, в принципе... Все, Старгейзер работает. Хитрый бардак наставили. Кириндоркс. Добрый вечер. Добрый. Добро пожаловать. С наступающим. Спасибо. Так, они все в кабинете у Джепета закрылись, да? Евгения. Я ни за что не открою эту дверь. Лучше сдавать. Кто там? А, это ты? Там тебе безопасно? Секундочку, так, входи. Угу. Не жалите. Джепета похитили. Ну, хотя вы не бойцы, конечно. Ну ладно, ребята. Сейчас я чутко подлатаю себе. Так, легенда при смертельных атаках. Стимпанк, что ли? Отчасти, да. Тут она больше, да, смахивает на стимпанк, но как таковых паровых двигателей тут нет. Так что что-то выше стимпанка. Тут немного другое, как будто бы.
Потому что источник энергии это же не пар, а кристаллы там, вот это вот все. Вот это как будто бы... О, вот это возьму. О. Так, и что тут у нас есть? Продление возможности ошеломления, больше руки легиона. Типа две руки будет. Вот это вот лучше. Это ты, какое счастье. Быть заперти невыносимо. Любимая свобода. Прости, мне стоило сначала поблагодарить тебя. Когда я увидел тебя, ты напомнил мне пса. Наверное, потому что вы оба спасли мне жизнь. Огромное тебе спасибо. Блин. Так, ладно, поговорим с Антонией. Не жалите, Джепета похитили. За всем этим стоят алхимики, пока мы прятались тут. Я вовсе не ждал, что на отель нападут. Мне такое даже в голову не приходило. Однако я думаю, что мы сможем их выследить. Мой портрет, за ним лежит проход на их базу. Много лет назад у отеля были договоренности с алхимиками. Сыграй этот аккорд на пианино в моей комнате, и откроется тайный проход, и ты сможешь спасти Джепетта. Гнев. А, все ушли. Видимо, я должна оставаться в этой комнате. Надеюсь, Джепетта цел. Будь осторожен, хорошо? В отеле всегда будет рад твоему возвращению. Нос, конечно, у меня такой. Шнобель мощный. Засаду спланировали, боюсь, мы ничего не могли поделать. Более всего я переживаю о том, как это ударило по госпоже Антонии. Весь этот хаос, безусловно, ухудшит ее состояние. Ладно. Так, улучшение. Алидор пропал. Что если он пропал в сражении с этими гвардейцами? Хуже не придумаешь. Но, скорее всего, Алидор самый виноват в этом. Он же мразь. Прокачай, пожалуйста, сколько можно. Так. Лунный камень полумесяца. Теперь вопрос. Ладно, я планировал вот это прокачать на максимум. Это я и прокачаю. В принципе. Или... В принципе... Он очень быстрый. В этом его большой плюс. Он прям супер быстрый. Вот это очень хорошо контролит толпу. С кем мне предстоит драться? С ребятами из Черного кролика или там. Короче, да, дуэлей будет много, поэтому... Хотя я с ними с рапирой-то вроде не справился. Или справлялся, точно не помню. У них же этот... Я их старшего брата убил, здоровяка. Осталось их трое, все ловкачи. Шустрые, вся херня. Много уворачивается вокруг меня. Соответственно, круговые удары как будто будут окей. Но с другой стороны, быстрые удары как будто вот тоже хорошая тема.
Давай попробуем. Если что, потом будет чем прокачать ее, я уверен. Это же не единственный лунный камень полнолуния. Надеюсь. Все, уперся в потолок. Жесть. Вот. Нужна заводная ручка. Так, что еще можно прокачать? Больше ничего. Спасибо за очередную своевременную помощь компанию. Похоже, я снова оказался тебе в долгу. Говорить я гораздо, но когда доходит до дела, я в кончине. Было бы смешно, если бы не было так жалко. Должно быть что-то, что я могу сделать только я со всей своей гениальностью. Но если такого нет, тогда видение к вашим услугам поможет, чем сможет. Не бойся. Похоже, что разобрался с марионеткой, что угрожали отелю в своей лихой манере. Теперь мне будет более чем достаточно показаний для анализа. Король марионетки использует тщательно выверенные волны эрго для управления другими марионетками. Но это лишь средство для достижения цели. Мы до сих пор не знаем, стоит ли король марионеток за безумием, или кто-то другой дергал за ниточки. Простите за каламбур. Я должен сделать так, чтобы марионетки больше не вредили людям. Трагедия Арлекина не должна повториться. Эти записи словно пазл, завернутый в загадки. Но пазл я всегда любил. Свет сияет сильнее всего в темнейшие времена, и ты станешь первым лучом света. Я рассчитываю на тебя. Окей. Привет, Павел Рахлеев. Привет. Здравствуйте. Так. Привет, Арканонг. С наступающим вас, ребята. Здравствуйте. Рад видеть. Сбежал отсюда, мне пришлось ставить много, и поэтому я пробудила тебя. Как и ты, умница мой. Я гораздо значительнее, чем кажется. Я готов к тому, чтобы ты увидел меня настоящую. Покажи мне свою готовность, прошу, спаси нас. Блин, как много не болтают. Как дела? Да хорошо. Спасибо, что спросил. Твои дела как? Просто я сейчас, скорее всего, буду заканчивать. Сегодня короткий стрим. У меня, ко мне родители приехали. У меня отец тут ночует. Дети были рады его увидеть. Дедушка приехал. Ну просто отец уже заходил, дед ворчал. Поэтому, да, злить его не хочу. Прям вспомнил времена, когда батя мне вырубал комп. Просто подходил и дергал за розеточку. Да. Но сегодня такой день. Родители приехали с деревни. Поэтому кошмарить не буду. Это совсем уж. Хотел, коротко поиграть, но увлекся что-то. Ладно, сейчас будем закругляться потихоньку. Окей. Ну, если что, заходите ко мне на Telegram. Тут актуальные анонсы стрима и новости и там прочее. Мне так бывает только с братом. Ну, конечно, понять такие вещи, конечно, можно. Вообще надо бы днем стримить. Вообще, имеется в виду. Расписание какое-то. Ну да ладно. Are you winning Sunday? Ладно, ребят, увидимся завтра. Завтра стрим будет подольше. Скорее всего, добьем Lies of P. И, скорее всего, поиграем в какую-то еще другую игру. Посмотрим. Ну все.
Был рад вас всех видеть. Сегодня коротко. Надеюсь, все понимаете. Еще увидимся. Всем пока.